Как покорить космос или услышать недра Земли? Башкирские ученые готовы поделиться своими исследованиями. Сегодня, в День российской науки, в Москве на международной выставке «Россия» прошли Дни науки Республики Башкортостан, которые организованы при содействии Евразийского научно-образовательного центра. А в Уфимском университете науки и технологий появилось самое тихое место Башкортостана. В ВУЗе в рамках программы «Приоритет-2030» открылась акустическая лаборатория «Октава». О новых звуках научных исследований расскажет Роза Хабибуллина. Я вижу прям маленькие водоросли, которые зеленые, и там очень много маленьких кружочков. Под микроскопом водоросли цианобактерии. Одни из первых микроорганизмов, которые появились на Земле, и зародилась жизнь. В мире существуют сотни видов цианобактерий. Наличие одного из них дает эффект цветущего моря. А вот другая разновидность в будущем может помочь выработке кислорода в космосе. Об этом гостям выставки рассказали ученые Башгоспедуниверситета. Водоросли цианобактерий для освоения космоса, потому что если мы будем в будущем как-то осваивать космическое пространство, то водоросли цианобактерии это как раз-таки те микроорганизмы, которые на безжизненных субстратах будут иметь большую возможность заселиться. То есть благодаря им мы сможем уже высаживать какие-то другие высшие организмы. А это импланты костей, созданные с помощью технологий 3D-печати. Протезы тазобедренного сустава уже поставили 4 пациентам в республике. Лаборатория, где проводят эти исследования, одна из первых резидентов межвузовского студенческого кампуса. Изготавливается он индивидуально по КТ, МРТ пациента, то, что это позволяет нам сделать персонифицированный вариант, который подойдет именно этому пациенту. Наш научно-образовательный центр, который был создан по инициативе главы Республики Башкортостан Ради Фаридовича Хабирова, по итогам прошлого года был отнесен Министерством науки и высшего образования России к первой категории НОЦИ. Это означает, что те задачи, которые уже были поставлены главой республики перед научным сообществом, на этом этапе решены. А в Уфимском университете науки и технологий победили шумовой мусор. Здесь открылась акустическая лаборатория. Я не преувеличу, если скажу, что это самое тихое место не то что в ВУЗе, во всем Башкортостане. Здесь нет посторонних шумов. Специально созданы условия, максимально приближены к реальности для того, чтобы измерять шумы в недрах. Это физическая модель пластов Земли. Мы запускаем газы, и шумометр измеряет их. Теперь тут есть возможность исследовать шумы разных физических процессов. Результаты будут применять для контроля состояния скважин и месторождений. Шумит, значит, мы регистрируем этот шум. Задача этой лаборатории, значит, сделать так, чтобы мы там же разные помехи регистрируем и так далее. Нам надо определить природу этих шумов, которые истинно, скажем, пласт работает, газ идет, пласт работает, вода идет, или пласт работает, нефть идет. На открытие акустической лаборатории пришли уже руководители нефтегазовых компаний, сами выпускники кафедры геофизики, которые начинали свой профессиональный путь здесь под руководством легендарного Рима Абдуловича. Мы выпустились, да, вот. Получилось как, 25 лет, как я сюда пришел назад на кафедру, и в 2004 году выпустился, да. Сейчас 24 год, 20 лет прошло. И получается так, что мы как будто кафедру-то не покидали, да, то есть мы постоянно взаимодействуем, то есть что-то посоветовать там, что-то не так, разобраться, звонок на кафедру. Сразу, кафедра всегда открыта. И это главная победа, когда наука не ради науки, а ради новых направлений, технологий и открытий. Роза Хабибуллина, Равиль Рахимзянов, Ярослава Феоктистова, Артем Наговицын и Элина Гайнуллина. Новости.